Казахская народная сказка. Три мудрых совета. У одного богатого казаха был единственный сын. Он постоянно пас лошадей. Однажды к нему подошел неизвестный человек и говорит: «Дитя мое, дай мне лошадей, я тебе за это дам три мудрых совета». Юноша согласился и отдал целый косяк лошадей. Неизвестный сказал: «Дитя мое, не будь соперником тому, у кого отведал хлеб-соль. От готового угощения не отказывайся. И если правая рука твоя начнет драку, то левая должна разнимать». Сказал неизвестный человек эти слова, забрал лошадей и скрылся. Когда юноша вернулся домой, то все рассказал отцу. Отец разгневался на сына, стал его ругать, а потом выгнал вон. Долго скитался юноша по разным местам. Пришел он как-то в город и подошел к ханскому двору. Заметили его ханские охранники. «Что ты здесь делаешь? Не хочешь ли быть полезным человеком?» Обратились они к пришельцу. «Отчего же?» — сказал юноша. «Ведь я не калека. Если есть дело, то почему же не заняться? Праздного Бог убьет». Стража пришла к хану и доложила, что появился в городе юноша-чужестранец, видимо, очень умный и изъявляет желание служить ему. Хан попросил привести этого чужестранца. Когда юношу привели, он очень понравился хану. Хан назначил его своим телохранителем. Юноша выполнял службу исправно. Прошло некоторое время. Жена хана влюбилась в юношу и как-то говорит ему: «Я буду твоей, будем же любить друг друга», шутит, веселиться. Юноша вспомнил совет неизвестного человека: «Не буду соперником тому, у кого отведал хлеб-соль», и отказал жене хана. Тогда ханша решила отомстить юноше. Она пожаловалась хану, что юноша груб с ней, не дает проходу. «Я велю его убить», — сказал хан. Тайно он приказал своим истопникам бросить утром на горячие угли того, кто к ним придет первым. Затем подозвал юношу и сказал ему, чтоб он утром отправился к истопникам и принес мешок углей. Юноша сказал: «Слушаюсь, тахсыр», и на другой день отправился к истопникам. По дороге он встретил старушку. «Дитя мое, — сказала старушка, — отведай у меня хлеба-соли». Юноша поблагодарил старушку и сказал: «У меня спешное дело, я иду по приказанию хана». На это старушка заметила ему, что еще рано и успеть сходить по важному делу. Тогда юноша вдруг вспомнил второй мудрый совет неизвестного человека: «От готового угощения не отказывайся», и вошел в юрту к старушке. В это время ханская жена, узнав об ожидающей юношу страшной смерти, в отчаянии прибежала к истопникам, чтобы в последний раз посмотреть на него, но было тут же схвачено и брошено в огонь. А юноша, закусив у старушки, отправился к истопникам, взял у них мешок угля и принес хану. Увидев юношу совершенно невредимым, хан пришел в изумление. В это же время хану доложили, что его жена исчезла из дворца. Куда она девалась, никто не знал. Хан послал узнать к истопникам, какими судьбами юноша остался жив. Истопники ответили, что они в исполнении повеления хана бросили в огонь его жену, так как она пришла к ним первая. Когда хану принесли такой ответ, он назвал юношу колдуном и хотел весь свой гнев выместить на нем. Видя это, юноша сказал: «Тахсыр, если вы пощадите меня, я вам доложу всю истину». «Хорошо, говори», — сказал хан. «Я был сыном богатого отца и пас своих лошадей. Однажды ко мне подошел неизвестный человек и сказал: «Дитя мое, дай мне косяк лошадей. Я тебе за это скажу три мудрых совета». Я исполнил его просьбу,
А он мне сказал: не будь соперником тому, у кого отведал хлеб-соль. От готового угощения не отказывайся. Если первая рука твоя начнет драку, то левая должна разнимать. Выучив это, вечером я пришел домой, за расточительность был изгнан из дому. После долгих скитаний я пришел в этот город и стал служить вашей милости. Все это время и днем, и ночью Ханам не давала мне покоя и просила, чтобы я ее полюбил. Если полюбить ее, подумал я, значит идти против первого мудрого совета. Не будь соперником тому, у кого отведал хлеб-соль. Поэтому я всегда уклонялся от искушения. Когда вы послали меня за углем, мне встретилась старушка. Она пригласила меня к себе в юрту отведать готовую пищу. Тогда я вспомнил второй мудрый совет. От готового угощения не отказывайся. Я вошел в юрту к старушке и на скорую руку закусил. Потом пошел к истопникам и принес вам угли. А где Ханам и что с ней стало, я не знаю. Вот все, что я хотел вам сказать. Хан выслушал юношу внимательно, а потом сказал: «Ты, юноша, невиновен, жена же моя сама себя наказала». После этого хан щедро наградил юношу, дал ему коня и отпустил домой. Долго ехал он. Наконец показался родной аул. Юноша стал подумать: да, порядочно прошло времени с тех пор, как я ушел из дому. Интересно, что теперь делает моя жена? С этой думой он ночью вошел в свою юрту и застал там незнакомого джигита. Он вынул саблю и замахнулся, чтобы нанести удар, но в этот миг вспомнил третий мудрый совет. Если правая рука начнет драку, то левая должна разнимать, и схватил левой рукою свою правую, в которой была сабля. Жена проснулась и стала кричать, но, увидев мужа, замолкла. Муж стал укорять жену в неверности. Она на это ему сказала: «Когда ты покинул дом, я ждала ребенка. Юноша никто иной, как твой сын». Отец бросился к сыну и стал его крепко обнимать. Потом странник извинился перед женой. Так он вернулся в родной аул, к своей семье.